Спасибо. А музычка-то какая, а? Вообще. Едем по ночному Сеулу. Решили съездить в гости в бурятское кафе. Называется Байкал. Очень популярное место сбора местной бурятской диаспоры. Нас пригласила хозяйка этого замечательного заведения. Она была сегодня в гостях на Байкальском экономическом форуме. Жаргалмат Цыренова. Вот. Из Агинского района, села Таптанай. Моя землячка. Ну а у нас с вами приключилась прекрасная возможность посмотреть на ночной Сеул из окна нашего такси. Вместе с нами уговорил нас, по большому счету, поехать туда вот этот замечательный человек, который стал украшением Байкальского экономического форума, Александр Зайцев. Наш московский гость из корпорации N+. Ен+. А это человек, которого запомните. Это завтрашний день Бурятии. Зовут его Санжи Базаров. Страшный человек. Ну просто страшный человек. О, страшно хороший человек. Да, пересеченная местность. Какое интересное здание впереди, а? Это железнодорожный вокзал. А, да? Железнодорожный вокзал. Так мы, получается, с вами... Это старое здание, вот это новое. Ну, Там есть еще новейшее здание. ничего себе. Откуда вы, Александр, знаете? А вы же ни разу не были в Сеуле. Мы в Сеуле ни разу не были. Но новый вокзал строить нам. Все понятно. Вот что делает чудотворящий бизнес. Да. Мы буквально отъехали несколько метров от нашей гостиницы Millennium Seoul Hilton. И после закрытия нашего первого корейско-бурятского экономического форума немножко организаторы расслабились, решили, как говорится, вкусно покушать и сладко попить. Ну а что может быть вкуснее, конечно, наших бурятских босс. И это просто замечательно. Вот что глобализация делает. Далеко от родины, за несколько тысяч километров можно ответить наши замечательные бурятские бозы. С пылу с жару мы уже заказали, что нас видит. Из бурятской муки, из бурятского мяса. Да. Полностью аутентичного. Потрясающе. Говорят, у них еще есть водка Байкал. Тоже экспортируется, очень популярный продукт здесь, в Сеуле. Мы, как апологеты здорового образа жизни, нам водка чужда. Вот железнодорожный вокзал. И это сказал Александр Зайцев. Сеул Стейшн. Мы видим с вами новое здание. А вот рядом, посмотрите, какая оригинальное архитектурное сооружение. Старый железнодорожный вокзал Сеула. Есть опровержение данных слов. О, какое красивое здание. Вот посмотрите. Изумительно. Я сказал, водка чужда. Первый раз еду по ночному Сеулу. О, огни иллюминации. Пешеходный переход. Конкурс. Да интересно, зимой кто-нибудь сюда заезжает, да? Очень интересно. Очень интересно, в этом такси играет классическая музыка, изысканная. Он не в таком количестве, просто тем не менее. Сразу тает, да? Эстакады многоуровневые. Ультрасовременный город. Да. Да, что я заметил, очень много насаждений. Посмотрите, цветы вдоль дороги. Везде подсветки, иллюминация. Очень красиво. Один из самых безопасных азиатских городов. Почему азиатских? В мире, наверное, мегаполисов. 10-миллионный город.
целая вселенная. Такие оригинальные беседочки. Да. Вот пешеходная зона. Шопхаусы. Классический азиатский шопхаус мы с вами видим. Как обычно строится семейный бизнес на первом этаже, как правило, семейное дело, а на втором жилые дома. Ну и тут же, конечно же, небоскребы, высотки. Очень интересный город. Тут, как говорится, современность сочетается с прошлым, да, очень оригинальные высотные здания, посмотрите. Архитектура очень интересная. Каждое здание имеет свое лицо. Ну серьезно, парень. Я хуй, привещу, Да, вот видим впереди католический костел или православный. Надо сказать, что большинство населения Южной Кореи исповедует христианство. Порядка 70% по статистике либо исповедует католицизм, либо протестантизм, что является следствием американского влияния. Как известно, Южная Корея находится в фарватере американской внешней политики. Да, надо сказать время. Сколько, ребята? Саша, не скажешь, сколько времени? 22:19. Ну, время еще детское, 22:19, но уже, как мы видим, на улицах достаточно малолюдно и небольшой трафик. Видимо, основная масса уже все-таки отхлынула, люди уже отдыхают, набираются сил в середине рабочей недели. Вообще в Азии принято очень рано ложиться спать. Я это заметил в Юго-Восточной Азии, в Китае. Тут не так насыщена ночная жизнь, как мы это обычно видим в американских и западноевропейских городах. Это у нас была все-таки экскурсия. Да. Она продолжается. Sky Park. Ой, какое красивое высотное здание. Сиджонг. Очень интересно. Просто проехаться по улицам великого восточно-азиатского. А? Оценка 5 баллов у кафе, куда мы идем. Высший рейтинг. Да ты что? Ничего себе, тут Саша Зайцев мне подсказывает, что вычитал в интернете у кафе «Байкал» в рейтинге Сеуле получила высшую пятибалльную оценку. То есть заведение пользуется большой популярностью населения и гарантирует безопасность, да? Безопасность и здоровую пищу. И, конечно же, видимо, обслуживание. Это многофакторная как бы характеристика. Да, здесь, конечно, деревьев поменьше. И вот посмотрите, как интересно. Сосны растут прямо рядом с высотками. Немножко необычно то, что здесь нет пальм. Вот я привык в Юго-Восточной Азии к пальмам. Здесь нет пальм. Вместо них сосны растут. Зато смотри, какие декоративные. Вот они 3 штуки, микролес создают. Да, свой да, островок. да. Живописнейшая, знаете ли. Саша, Картина.
У вас человечество потеряло великого гида. А может быть поэта? Кстати, Александр пишет стихи. Да ты что? Да. Он сегодня нам, наверное, прочитает. Будет Только любимой декламировать. женщине. Это все Ой. личное, поэтому их никто никогда не услышит. Ничего себе. Ах, моя козочка. Видела трёпочка. Это не мы. Ну реально, улица соснового озеленения. Да, да, очень интересно. Да. Очень интересно. Спасибо, Саша, что уговорил нас поехать. У нас представилась прекрасная возможность проехаться по Сеулу и сохранить. А потом Патрик очень сильно сопротивлялся. Да, не хотел. Я говорю, позу не ем, позу не ем. Водку пью, только не Байкал. Не закусывая. Да. Да, очень интересно. Так, ну набрали уже практически 12 минут. Давайте лучше сделаем еще одно включение. Контракт. Да.